Телеканал БСТ продолжает свое вещание. В студии по-прежнему Юлия Санвердина. Доброе утро. Тем временем продолжается работа над уникальным для Республики Башкортостан телевизионным проектом под названием «Мегасело». Это проект-победитель первого конкурса грантов главы Республики Башкортостан в сфере средств массовой информации 2024 года. Основная его задача – повышение привлекательности жизни на селе. Как создатели проекта планируют добиться этой цели, мы сейчас у них и узнаем. В студии нашей программы сегодня, сейчас все напишу, руководитель проекта «Мегасело» Ирина Файрушина. Доброе утро. Доброе утро. А также Тимур Хасанов, руководитель ОНО «Экспертная диагностическая лаборатория». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, любимая республика. Давайте вот нашей любимой республике сейчас и расскажем, что это за проект «Мегасело», что он из себя представляет. Да, с нетерпением хочется поделиться с нашими телезрителями и со всеми жителями нашей республики предстоящим проектом, которым мы занимаемся на протяжении нескольких месяцев. И у нас очень собралась такая молодая, творческая, амбициозная команда, которая хочет сделать новый уникальный проект, который направлен на продвижение жизни на селе. И сегодня мы все живем, я в этом убежден, в современном мире, удивительном, прекрасными новыми возможностями в информационном веке. И в связи с этим мы также замечаем некий тренд на то, что если раньше все стремились переехать в большой город, большие какие-то агломерации, сегодня мы понимаем, что с учетом того, что многие профессии становятся дистанционными, многие люди выбирают жизнь в удалении от города. И поэтому существует и также определенный стереотип о том, что в жизни на селе, в деревне это скучно, это бесперспективно, это неинтересно. И мы стремимся нашим проектом разрушить этот стереотип, этот миф и показать настоящих, реальных людей в нашей республике, которые занимаются любимым делом, оставаясь при этом на малой родине, добиваются больших высот, как в бизнесе, так же, как и в своем хозяйстве, в каких-то своих творческих хобби. Ого, слушайте, ну вы так завернули, что мне самой захотелось сменить вот эти 4 стены на какие-то более большие объемы. Здорово, и это действительно так. Согласна добавить, Ирина? Ну, и знаете, что я бы добавила? Проект это очень ответственный, потому что там люди очень интересные. Они наполнены смыслами, они духовные, они интересные. И знаете, они ко всему, и к своему делу, и к своим односельчанам, и вообще ко всему относятся уважительно. Просто с них берешь пример. И после, у нас всего было пока 2 командировки, Бишбулякский и Стерлибашевский район. И после общения с ними ты сам меняешься. Вот я могу лично про себя сказать, да, что мировоззрение меняется отношение к жизни, к работе. Они задают очень высокий уровень. И уже нам всем тоже нужно соответствовать этому уровню. И хотелось бы, чтобы этот проект получился он легким, интересным и наполненный смыслами. А смыслы там на самом деле много. Слушайте, ну да, я вот лично как коллега могу вам тоже пожелать легкости, потому что понимаю, что любые съемки это всегда не просто «пусть удача вам сопутствует». Но вот мы сейчас видели какие-то кадры, да, это то, что уже успели снять. Бишбулякский район, да. То есть это уже то, что сейчас в работе, то, что уже у вас на монтажном столе, скажем так. Сейчас у нас в работе Бишбулякский район, и у нас на подходе уже на монтаж Стерлибашевский район. Это очень интересные люди. В Бишбуляке у нас главный герой Газиз Сираев. Чем он занимается? Вот он как раз с нашей ведущей, как раз Анастасией Ильчебаевой. Она журналист БСТ. Она будет ведущей нашей программы. Здесь как раз мы видим, это мы у Газиза дома. Это, знаете, Бишбуляк я для себя назвала таких людей, как Газиз и его односельчане – это творцы добра. Это человек не просто про бизнес, это больше про помощь другим людям. Вот как он нам сказал, что для него счастье – это помогать другим.
развиваться самому, своей семье, и в то же время, чтобы каждый, кто обращается к нему, уже получил помощь. Вот этот человек, с которым мы работали в Бишбуляке, он отдал часть земли, которую как бы он купил его для себя, под спортплощадку. Это, конечно, в будущем, но вот этот шаг, он уже о многом говорит о человеке. Да, однозначно. Да. То есть я так понимаю, проект «Мегасело» не про само село, а про людей, которые в нем живут и работают. Про людей, про жизнь на селе, про успех на селе и простое человеческое счастье. Ух ты, звучит очень занимательно. Но я вижу, что какие-то материалы уже есть. Это значит, за проектом можно следить. Где и как? Можно подписываться на наши социальные сети. Так и называется группа «Мегасело». Когда программы выйдут в эфир, мы еще дополнительно сообщим. А вот этот как раз уже можно, я скажу, Да. это Стерлибашевский район. Тоже интересная семья. Они занимаются клубникой. У них была такая ситуация, что муж работал на севере. Вот приняли такое решение. Сейчас они выращивают клубнику. Клубника очень востребована. Она до Уфы не доезжает. Ее сразу раскупают уже ближайшие населенные пункты. У них постоянные клиенты уже свои. И они тоже намерены дальше развиваться, большие планы, но они говорят, что вот мы работаем здесь, мы знаем, куда нам стремиться, для чего мы это делаем и что мы получим из этого. И встречаем мы вот таких же интересных людей, байкеры у нас герои. И вот человек, на которого я бы попросила обратить внимание всех, это бизнесмен нового поколения, фермер Вадим Кинзибузов. У него очень интересный подход к работе, очень интересно все организовано на современном уровне. И мне понравилась его мысль главная, что сейчас главное – это человеческий ресурс, кадры. Трактор любой современный можно купить за один день, а с человеком нужно работать долго. С человеку нужно относиться уважительно. К своим сотрудникам он сразу рассчитывает время так, чтобы было время на семью, на работу, на хобби. И, конечно, спрос там очень строгий. Все по времени рассчитано. Работа, отдых, обед. Но у них все работает как часы. И потом посмотрите, этот очень удивительный человек. Как это Бизнес-подходы, реализовано, да? которые постоянно сам развивается и развивает своих сотрудников. О, ну это ценный Причем кадр. он свой опыт показывает не только своим примером на селе, но и делится по всей России. Ого! Да. Здорово. Ну и мы по всей республике точно про это расскажем в ближайшее время. Тимур, скажите, откуда вообще идея-то взялась? Как вы решили именно на это обратить внимание? Может быть, какая-то история вдохновила? Или... Знаете, на самом деле, если изучать этот вопрос, на самом деле очень много людей проживает в нашей республике, вот таких, как Гаджет Сераев. И у нас очень сложно происходил выбор наших героев, потому что глаза разбегаются, потому что действительно очень много интересных людей, с которыми хочется поделиться со всеми и рассказать об этом. Ну и, конечно, стоит отметить, чтобы наше качество нашего проекта было высоким. Мы стремимся создать такую современную, сочную, красивую картинку. Поэтому благодаря тому, что мы выиграли гранты главы Республики Башкортостан, мы смогли приобрести оборудование, современное оборудование, потому что нам нужно соответствовать, чтобы о нас как можно больше узнали, и о наших героях, прежде всего, узнали как можно большее количество людей. Да, век современных технологий, когда глаз настолько привык уже к качеству, нельзя Да, его нам нужно уронить, я вас понимаю. сопутствовать много со временем. Ну, я желаю вам удачи. Мне очень хочется увидеть выпуски этой программы. Проект «Мегасело». Новый уникальный телевизионный проект, который, конечно же, будет показан на
БСТ. Когда следите за новостями в группе ВКонтакте. Так и называется группа «Мега Село». Подписывайтесь, я уже в числе подписчиков и желаю вам удачи. Ждем премьеры. Ну а телеканал БСТ продолжает свое вещание. Благодарит Ирину Файрушину, руководителя проекта «Мега Село», и Тимура Хасанова, руководителя ОНО экспертно-диагностической лаборатории. Удачи!